каждый участок земли, где можно охотиться, это частные владения, поэтому нужно сходить вот пострелять по куропаткам, например, или по фазанам. Сколько вот стоить будет? И вот эти вот приклады, такие мерки, все это по бланку делается. Привет, друзья! И канал Якут Снайпер приветствует вас. Мы сегодня с Михаилом выдвинулись. Куда угадайте? Правильно. К нашему поставщику Пепе Ботана. Михаил, привет! Михаил живет в Испании уже 5-6 год. Мы с ним вместе тренировались, в Якутии стреляли спортинг и дружили. Здесь мы встретились. И сегодня с моим знанием, багажом я прибыл сюда по приглашению португальского ложевщика в Испанию. Вот. И сегодня у нас уже идут клиенты, мы снимаем замеры, разработали уникальную программу, как снимать четко замеры на расстоянии, так чтобы ошибки были минимизированы. И вот сегодня в Испании, сегодня облачность, тепло. Миша, сколько сегодня? Это 20 градусов. 20 градусов. 20 градусов. Друзья, вот мы едем с вами по полуострову. Нас огибает с вами в окружении Мировой океан под названием Средиземное море и Атлантический океан, да? На севере. Да, это на севере. Вот такая вот горная местность, друзья, очень похожа на Мексику. Кустарники, всевозможные деревья в виде плодовые деревья, очень много всего растет, но преобладающее качество в основном горная такая местность. Вот, очень дружные ребята живут, и мы сейчас едем по Ботану уже не первый раз и передадим сейчас ему заказ. Здесь раньше были платные дороги, но в последнее время почему-то мы наблюдаем то, что они открыты. Миша, их открыли, да, для чего-то? Да. Чтобы привлечь туристов, да, наверное? Массовый поток туристов. Представляете, друзья, какая лафа ездить по Испании и не оплачивать за дорогу? Так бы мы бы оплачивали бы здесь за каждый проезд. Туда-обратно в Португалию вообще не заплатили денег. Ехали, не знаю, останавливались, там было 5 шлагбаумов платных, так бы оставили там где-то рублей, может быть, 10 тысяч рублей, вот так вот, может быть меньше, может быть больше. Но мы съездили бесплатно, и нам сказали, что все шлагбаумы были убраны властями за счет того, что пошли навстречу туристам, привлекают инвестиции в эту страну. Вот круговые движения, светофоров мало. Машины, конечно, преобладающие европейки, китайки. Китайских мало, в основном вот такие вот машины. Вот Nissan едет, Captur, Renault. Вот я вижу полицию в данный момент. На европейках они ездят. И тем не менее, друзья, здесь очень классно. Дороги вообще нельзя сказать и представить, настолько здесь круто. Ребята, на самом деле сегодня почему мы дополнительно начали делать приклады на спортивные ружья? Потому что спортивные ружья, они более-менее сложны в изготовлении и требуется очень точных замеров, чтобы клиенты могли после получения сразу осадить, не настраивать, самим что-то вышкуривать посадочные места, и сами как в магазине взяли с завода и поставили, и пошли сразу крушить, становиться чемпионами или тренироваться. Такая цель, друзья, чтобы спортсмены сегодня могли очень хорошо за минимальное короткое время взять его, установить и сразу идти стрелять. Вот это самый основной посыл. Вот смотрите, друзья, очень высокие горы, прикольно, так прямо
посмотреть на горы. Они очень высокие, но это не предел, есть еще горы высочайшего уровня. Друзья, пока мы едем сейчас с дороги, позвольте сейчас несколько задать вопросов Михаилу. Михаил, что тебя привлекло в Испанию? Почему ты приехал и решил здесь остаться? Всем привет. Ну, во-первых, я хотел давно жить возле моря. Это мое было первое желание. Потом, в вторую очередь, это климат. Здесь получается 280 солнечных дней в году. Ну, и когда мы сюда приехали, оказалось, что есть еще много как бы дополнительных бонусов. Здесь как бы люди, я не знаю из-за чего, возможно из-за наличия большого количества солнечных дней, здесь люди добрее, отзывчивее, ну, стараются помогать. Вот. И самое главное, это очень мне понравилось отношение к детям. Ну, в школах, в детских садах. Это в первую очередь это работа в команде. И приоритет ставится на то, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно. Ну, вот это основные моменты. Здорово. То есть, получается, Миша, ты здесь семьей, да, полностью? С Да. детьми, семьей? Да, мы переехали в 2020 году. Жили в Валенсии год, потом 1,5 года еще в городке недалеко от Валенсии. И потом в Алтее мы жили 1 год. И сейчас мы живем в городе Эльче, возле Аликанте. Здорово. Скажи мне, как испанцы, вот их больше всего люди понимают, что в Испании быки, культура, да? Как они вообще как народ больше всего, Ну, как их вообще узнают? у них, у испанцев очень богатая история у самих испанцев. Ну, это Так. получается язык испанский, это смесь как бы итальянского, да, французского, и, ну, еще есть валенсийский язык такой, каталонский. Круто. Да, и это язык древних римлян. Здесь на территории Испании жили римляне. Здесь добывали, ну, полезные ископаемые много. Они построили здесь дороги. Ну, Вау. в целом, очень богатая история у испанцев. Классно. Миша, у нас, получается, мы с Михаилом занимаемся спортингом, стендов с тобой еще в Якутске, да? Там познакомились. Да. И как тебе вот удалось научиться вот за такое короткое время на испанском языке вот на ты? Ты вот, я видел несколько раз, ты очень хорошо говоришь на испанском. Как ты какие-то курсы проходил или как у тебя все это слаживается? Ну, во-первых, я изучал английский язык. Мне это тоже помогло, потому что это все-таки очень многие слова с английским языком похожи. Вот. Это первый момент. Второе, я учился на языковых курсах 3 года в Валенсии. Вот. И это, я думаю, ну, все это мне помогло. Ну и плюс практика, я, получается, постоянно в среде. И хочешь, как бы не хочешь, надо общаться на испанском, потому что испанцы, они очень мало кто говорит на английском языке. В основном на английском только могут молодежь говорить, а остальное население по-английски не говорит. Вау. Слушай, ты бы мог нашим подписчикам несколько таких движенных фраз воспроизвести? Ну, например, там, привет, как дела, я тебя люблю, где магазин, что-нибудь такое. Можешь немножко поговорить? Послушаем. Давай, я буду говорить на якутском. ты Давай, будешь говорить. давай. Сколько ты хорошо Я говоришь буду на якутском. переводить на испанский. Я сейчас спрошу. Миша, привет, как твои дела? Миша, здорово, хаяту сулу нахын, только сен нахын. Hola, Misha, ¿qué tal? ¿Cómo Ичугей. estás? Ичугей. Следующее. Миша, беги бегун, бұл стендага баран ебит. Это значит, мы сейчас едем на стенд. Ahora vamos al tiro. О, вообще прикольно. А как будет
я тебя люблю, если, например, это будет на нашем Сахалы якутском «Меня интертывын», я тебя люблю. Ну, они говорят «te quiero». Такеро. «Te quiero». Я тебя люблю, да? Но это они это употребляют в таком в общем смысле. То есть это как, в общем? Ну, это по отношению к другу, можно сказать, да? По отношению к родителям, можно сказать. Там, ну, или можно сказать, это по отношению того, что ты любишь делать, например. Здорово, здорово. Да. Видишь, ты очень хорошо говоришь на испанском и на других языках. Это классно. А вот смотри, вот по нашей теме, мы же охотники, да, и вообще Да. в основном занимаемся спортингом. Сейчас тем более будем отсюда, не будем, потому что сейчас мы уже отправляем приклады отсюда. И как вообще вот испанцы, а вот мы едем, здесь испанцы делают приклады, да, португальцы делают приклады. Это у них как вообще в культуре сложилось, это охота, все такое остальное? Ну, испанцы, они исторически занимались все время охотой. Охота, земледелие, рыболовство, вот это основной их был вид деятельности, да? Ну, скотоводство в том числе. Так. Да, и охота была их такой одной из основной их деятельности. Они, ну, здесь в основном охотились они на кабанов, на зайца, ну, на дичь, да, разную. Вот. Ну вот я смотрю, сейчас здесь вот в Испании популярна очень охота, да? Да. Тут есть разные животные, разные птицы, да? Мгм. В основном, как здесь вообще охоту организовывают люди? То есть у нас, вот, например, купил билет, пошел на охоту, а здесь как? Ну, здесь все территории поделены на охоту-угодья. И ну, каждый участок земли, где можно охотиться, это частное владение, поэтому нужно ну, договариваться с хозяином, да, и иметь лицензию, и тогда можно, ну, это больше такая сейчас коммерческая, Понял. да. А есть какие-нибудь данные, сколько требуется, вот, например, сходить вот пострелять по куропаткам, например, или по фазанам? Сколько вот стоить будет охота приблизительно? Ну, приблизительно нужно рассчитывать от 1000 евро. Это то есть день или Да, день. день 1000 Да, евро да. на одного человека, да? Да, будут сопровождать, оружие в аренду будут давать, патроны, птицы, да. Ну, там все включено, получается. Здорово. Ну вот Михаил решил помочь нам, и мы решили работать с Михаилом. В этом видео будет указан телефон нас, мой телефон, Михаила телефон. Так что все, кто хотели бы, например, какую-то помощь, какие-то вопросы консультационные, то вы могли бы, да, Миша? Да, конечно. Да? Да, конечно. Будем помогать нашим землякам по созидательным целям направлять внимание. Вот смотрите, ребята, вот мы сейчас... Спасибо, Михаил, за Да, интервью. Да, пожалуйста. Классное интервью. Видите, как, ребята, резко поменялась формула. Смотрите, деревья прямо все, горы. Там горы, видели, они такие были, какие-то песчаники. А сейчас тут уже все вот резко поменялось. Деревья, ели, сосны. Знаки, то, что могут быть олени, осторожно прямо. И очень много живых. Вот, ребята, благополучно сняли замеры и выбрали заготовку, которая у нас поедет к Александру. Вот такая красотища, друзья. На ДТ-11. Это у нас 5-й грейд, друзья. 5-й грейд. Такой темный орех с цевьем на ДТ-11. Вот, расцветка такая перламутровая в 3D натуральном таком цвете. Красотища вообще, очень плотная. Деревяха, выбрали ее из большого количества, она будет переливаться. Цевье выбрали оригинальное. Здесь посветлее будет в середине, в начале потемнее. И у нас вот сам приклад. Вот. Дерево настолько эстетичное, что даже вот этот кусочек можно будет использовать для ножей. Оно настолько плотное, что что очень красиво, друзья. По рисунку и по функционалу очень прямо довольны все. Вот, ребята, зарезервировали два. Один в Москву, 687 тоже Беретта, другой в Казахстан. Вот, замеры производятся благодаря вот таким вот ружьем, ребята.
Опс. Всем известные вот эти вот приклады, такие мерки. Все это по бланку делается. И я сам лично мерки беру четко. Ничего сложного нет. Каждый отвод, каждый поворот затыльника, все это мы смотрим. Друзья, вот красотища такая. Вот у нас дополнительный орех. Разные. Есть капа, есть комель. Друзья, комель это, то есть нижняя часть голенная. Это 5-й грейд. Вообще суперский оттенок. Вот. Есть тигрового плана, друзья, заготовки. Это все турецкий орех, друзья, турецкий. Turkish Walnuts. Очень красивые, дорогие заготовки. Надо, чтобы обязательно с цевьем бились сам оттенок корпуса, друзья. Вот. Очень красивые заготовки. На криховые, на пирации, на золи, на беретты ДТ-11. Ну, в данном случае мы измерили, взяли мерки на ДТ-11, друзья. Вот такая вот заготовочка красивая. Ну что, ребята, до скорой встречи. Обязательно у нас скоро будет интервью с мастерами Испании. И я думаю, вам будет всем интересно узнать данные. До скорой встречи.